Хорошо. Большое спасибо за такое вот яркое подведение итогов по этому блоку. И мы наконец-то переходим к очень интересным еще сообщениям. Это гражданско-патриотическое воспитание. И слово предоставляется Корякину Алексею Александровичу. Юное армейское движение как консолидирующий фактор военно-патриотического воспитания. Добрый день, уважаемых участников форума. Да, я хотел поблагодарить членов Общественной палаты, руководство Общественной палаты за возможность выступить на данном форуме. Вот. Ну и будучи, время близится к обеду, да, поэтому я не буду вас утомлять долгим докладом, цифрами, да, они здесь все, в принципе, представлены на слайде. Вот я прямо по ходу движения, следующий слайд, пожалуйста, буду обращать ваше внимание, да, на определенные моменты. Вот цели и задачи здесь юнармии, они видны, да? То есть мы сразу призываем вас не мыслить такими психологическими паттернами: юнармия, Шойгу, марширование, война, да? То есть нет ничего подобного. Основная цель, задача — всестороннее развитие и патриотическое, подчеркиваю, даже не военно-патриотическое воспитание личности, ребенка. То есть и дальше, следуя из этого, мне, пожалуйста, следующий слайд. Так, это у нас стат-данные по республике. Они у нас в разрезе сегодняшнего совещания в меньшей степени интересуют. Хотя я просил бы обратить внимание членов Общественной палаты на количественные показатели. Далее по тексту я объясню, в чем связь. Вот посмотрите, пожалуйста, здесь основные направления деятельности. Да, и вот здесь я хотел бы обратить внимание, что вот в юнармии, да, это не только марширующие, воюющие мальчики и девочки, да. Здесь, обратите внимание, есть место спортсменам, культуре, добровольцам, патриотической, войсковой, ну, как изначальные военные лагеря, сборы и профориентации. То есть, по большому счету, это даже основные направления деятельности, они не исчерпывающие. Возможно, я сегодня услышал мнение и здоровый образ жизни, и, скажем, у нас это входит в наши интересы, и экология, то бишь сохранение нашей природы, да, конечно, в сферу интересов юнармии это тоже обязательно входит. И поэтому здесь вот следующий слайд. Вот обратите внимание, социальное партнерство, да, оно достаточно широкое, и мы перечислили широкими мазками тех, кто очень реально, сильно, да, мощно, как говорится, оказывает нам содействие. Вот. И здесь очень много заинтересованных лиц. Вот. И мне бы очень хотелось бы, да, чтобы у нас вот здесь вот дальнейшее дополнилось как минимум Общественной палатой, да, а как максимум еще и представителями муниципальных образований. Потому что я поддержу коллегу из Ленска. То же самое, вот как в ДОСААФ, да, они не могут возродить. В разговоре с специалистом, я уже не буду, да, там конкретно из администрации, да, нам и по юноармейскому движению сказали: давайте деньги, будем работать. Вот примерно так. То есть здесь вот этот вопрос мне тоже очень удивительный. Вот, следующий слайд. Ну и вот здесь я хотел бы остановиться, вот вопрос, да, такой, наверное, логичный: а вообще зачем нужно, да, этому ребенку, да, и зачем их вовлекать в юнармию как таковую? Вот, я могу рассказать, да, о том, что вот, в общем, сам факт вхождения в юнармию, он по большому счету человека-то или ребенка, или организации ни к чему конкретному не обязывает. Мы не строимся по военной иерархии, да, где есть штаб и там строгие указания: вход рубль, выход 2, да? Нет, такого нету. У нас, значит, юнармия — это скорее некий такая кросс-платформенная, да, площадка. То есть она виртуальная. Вы входите в юнармию, что вы получаете взамен, да? Участие как минимум во всероссийских мероприятиях. В качестве примера я хочу привести у нас вот школа, Нюрбинская школа по боксу. Всем составом вошла в состав юнармии. Для чего? Для того, чтобы иметь возможность выступать в обществе ЦСКА. То же самое последовало и, к примеру, и Якутская республиканская школа по боксу. Скажем, у нас в Вилюйском улице 20 лет, подчеркиваю, существовал военно-патриотический клуб «Пламя», про который не знал никто. Они вошли в состав юнармии уже в декабре этого же года.
двое воспитанников этого Вилюйского клуба по приглашению юноармейского руководства участвовали в международном кремлевском кадетском бале. Кроме того, у нас постоянно, да, по линии юнармии выделяются квоты на оздоровление детей в лагерях Артек, Океан, Смена, да, в Анапе. Вот. И если брать так географически, да, то мы стараемся эти квоты распределять по району. В этом году у нас в Анапе оздоравливались дети из Мирнинского района. Во Владивосток у нас оздоровляли дети практически со всей республики. Вот. Кроме того, вот у нас вошедшие вновь спортсмены на фотографии, они вот уже, скажем, с начальником сборной команды вооруженных сил по боксу в Новороссийске, вот наши боксеры выступают. То есть взамен мы от них ничего не просим, не требуем, да, никаких финансов, вложений и прочее. Следующий слайд. Вот. Ну и здесь, как я уже вот показал, да, есть вот направления, да, которые, возможно, вас заинтересуют. Ну и Роман последний сделал тогда слайд, насколько я знаю. Вот, кстати, вот международный кремлевский бал, там вот в составе делегации у нас два мальчика из Вилюйска, военно-патриотический клуб «Пламя». Вот, у нас, значит, вот у нас юноармейцы в Москве на международном турнире по самбо. Здесь у нас алданские ребята, вот они в центральном штабе находятся, вот алёпнинские парни представлены. То есть, по большому счету, что я хотел бы сказать, да, у нас достаточно большая аудитория. У вас есть желание, стремление, проблемы, которые вы сегодня озвучили. Мы приглашаем вас в качестве лекторов, в качестве партнеров. То есть, если вы желаете что-то донести до молодежи, вы говорите об этом открыто, да, о том, что ваша забота в основном, ну, красной линией, да, у нас всех выступающих прошла забота о молодежи. Ну так вот, молодежь, приходите, это открытая площадка. Мы организуем, будете вы в Алдане, мы обязательно вас там встретят ребята, которые охотно, да, у нас выступал, вот, ну, Матвей Иванович Луськин, он у нас для юноармейцев проводил лекции, да. И мы же понимаем, что вот сейчас все эти лекции, да, они по трезвости, по экологии и прочее, они на самом деле имеют мультипликативный эффект, да. То есть они на нынешнее поколение, может быть, сработают, может не сработают, да, но о них ориентированы, они далеко вперед. То есть дети, подрастающее поколение услышат, сделает для себя выводы из 100 человек 10, это большая победа. Один ребенок, который правильно поймет донесенную мысль, это уже, согласитесь, стоит того, чтобы мы здесь все собирались и обсуждали. И поэтому вот мы вам предлагаем аудиторию, мы предлагаем вам, скажем так, мы открыты для любых проектов. И еще раз подчеркиваю, патриотизм, да, это не только военная, да, тематика, это не только готовность умереть, да, там, скажем так, за Родину. Хотя это, конечно, очень приветствуется, да, вот. Но любовь к Родине и желание ее сделать красивее здесь и сейчас, это, наверное, и является основной миссией, основной целью патриота, да. И поэтому, если у вас есть проекты музыкальные, концерты, есть проекты по экологии, мы вот с Андреем Федоровичем реализуем проект по туризму. Мы его пока не очень прокачали, но мы уже целый год, скажем так, работаем. Вот, и я уверен, что для вас, как вот для общественников, как для людей, которым не безразлично, да, вот на нашей площадке обязательно найдется место и время. У нас есть Инстаграм, аккаунт Юнармия14, вот она, вы можете посмотреть, там, в принципе, все становится понятно, и география районов, и наши основные мероприятия, стремления, желания. Поэтому, коллеги, мы не остаемся равнодушными, мы обязательно, мы со своей стороны тоже услышали, и я уверяю вас, что уже мы с сентября месяца, как только основной контингент у нас приступит к обучению, мы будем выходить с вами на связь, мы будем вас просить приезжать лекторами, мы будем просить вас выступить, вот, потому что все то, что вы озвучили, коррелирует с нашими целями и задачами, и мы горячо и сердечно приветствуем, что такой форум есть, и он для нас, безусловно, полезен. Спасибо за внимание.
вы базируетесь? Вот вы говорите, можно приехать, куда к вам приехать, где вы? Елена Карловна, ну, во-первых, начнем с того, что мы с вами знакомы давно, да, еще по деятельности моей бытности, скажем, в Министерстве профобразования, да, но мы базируемся, основная база у нас, скажем так, сейчас на базе Якутской кадетской школы-интернат в поселке Марха. Вот, поэтому мы, скажем, пока флаг юнармии там, центральный флаг развивается, да, возможно, где-то когда-нибудь переместится, но это не обозначает, что мы от этой тематики уходим. То есть, как я уже говорил, юнармия виртуальная площадка, вы можете через Инстаграм в любой момент найти, и где бы вы в текущий момент не находились, с интересами, лекциями и прочее, да, вы всегда можете уточнить. У нас есть свои отделения практически во всех районах. Вот, поэтому, пожалуйста, мы открыты к диалогу. Ну, а основная у нас, как я уже говорю, кадетская школа, у нас как коллектив. Да, Сергей? Можно, да, вот у меня вопрос по мундированию, вот оно бесплатное, сами покупают, да, дети? Ну, здесь вот по обмундированию, да, давайте мы, вот для понимания, я очень уже, как говорится, ну, мне даже немножко уже неудобно отвечать на этот вопрос, да. Вот давайте себе представим мысленно, да, что у нас общественная палата, вот основной критерий эффективности — это укомплектованность неким обмундированием, синими или красными пиджаками. Это же абсурд. Вот и в настоящий момент на мне, как вы видите, нету чего-то, да, чтобы подчеркивало, там, скажем, мою воинственность или там юноармейскость. То есть давайте будем говорить, форма — это вторично. То есть есть такое, как, коль скоро мы пародируем, скажем так, не пародируем, а являемся молодежным отделением Министерства обороны, там, ну, или силовых каких-то структур, да, есть, соответственно, с уставом некие там у них ритуалы и так далее, цели, задачи, да, то есть есть парадное обмундирование, да, которое стоит бешеных денег, на самом деле у меня нет его. Вот. И поэтому, еще раз говорю, если у вас нет формы, это не обозначает, что мы для вас закрылись, шторы опущены и входа вам нету. Понятно, да? То есть, и вообще этот вопрос по обмундированию мы уже выносили и на обсуждение Центрального штаба, то есть прямым текстом говорили, что за коммерциализация. Мы этот вопрос прорабатывали через сенатора нашего Егора Афанасьевича Борисова. Мы прямым текстом писали, что с теми требованиями, которые там кто-то предъявляет, да, участие в юнармии становится несколько накладным. Вот. Но благо нас услышали, сейчас уже по линии юнармии у них абсолютно нет, да, центрального руководства. Вот мы встречались с Романенко, у них абсолютно нет таких требований, чтобы обязательно форма, наличие и так далее. Ну хотя, согласитесь, вот даже логика мне подсказывает. Вот у нас каждая школа, да, ну родители вы есть, наверное, да, проводит какие-то свои военно-патриотические, скажем так, сборы, точнее смотры, конкурсы. Я вот как отец каждый год от 6 до 10 тысяч трачу на то, чтобы у меня ребенок одел какой-то, который вот по фантазии классного руководителя, форму. Один день он там отмаршировал, никакого места не занял, да, в итоге. И на следующий год он вырос, и у меня опять пошла 6-10 тысяч, да, на то, чтобы его обмундировать. Может, проще мне действительно купить единую форму юноармейскую, пусть она будет. Ну, примерно так. Большое спасибо. Добавить, да? Да, я буквально пару слов. Вы знаете, я уже многие годы борюсь за развитие краеведения, да, и, к сожалению, пока, увы, борьба моя не приносит больших результатов. Почему? Вот вы, большинство здесь, все, наверное, родители, да, ужас сейчас в чем, да? Ужас вот в этой агрессии цивилизации, в том, что вот ребенок держит в руках телефон, и оторвать его от этого телефона невозможно, да? Вот один из главных преимущества юнармии в том, что, и даже, кстати говоря, вот по поводу формы, да, это отрывает ребенка от телефона и помогает ему увидеть то, что находится вокруг. Да? Вот то, что находится за окном. Что, оказывается, у меня здесь за окном вот что-то старинное было, да? А дай-ка я пойду посмотрю, да? Это часть краеведения. А краеведение — это вот первый шаг к любви к своей родине.
А это значит и патриотизмом. Конечно. Могу ее и защищать, если я знаю, что. Очень хорошее выступление, большое спасибо, Алексей Александрович. И мы переходим к следующему выступлению. Это у нас Винокуров Айлан Васильевич выступит. Центр по работе с волонтерами. Двигаемся дальше от патриотизма к волонтерству, к реальным действиям, то, о чем мы сегодня все говорим. А волонтерство у нас бывает разное. Волонтерство у нас бывает разное. И все мы иногда волонтеры. Мы кому-то подаем руку, когда выходим из автобуса, поддерживаем пожилого, помогаем инвалиду и так далее. То есть мы все иногда волонтеры. И вчера вот мы общались, и есть такое скрытое волонтерство. И в принципе мы все в душе волонтеры. Да. Спасибо большое. Без микрофона есть? Всем добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Во-первых, разрешите вас поздравить с началом нашего гражданского форума. Да? И сегодня мы немножко будем говорить о добровольчестве, так как у нас время уже поджимает, да? И я буду краток. Вообще, у нас же дискуссионная площадка, и будем сегодня общаться как в виде дискуссии. Да? Буду контактировать, буду спрашивать, поэтому, пожалуйста, отвечайте, скажите свои мысли и так далее. Поднимите руки те люди, которые ни разу не слышали про добровольчество. Есть среди нас такие люди, которые ни разу не слышали, кто такой доброволец, волонтер? Вон Костя поднимается. Вот. Я слышу. Это люди, которые работают бесплатно. Верно, да. Конечно же, это верно. Волонтер, доброволец — тот человек, который действительно работает бесплатно. Но, конечно, у нас в Якутии очень многие путают понимание добровольчества, да, самого добровольца слова. Но, как мы все знаем, прошедший 2018 год у нас в России прошел под эгидой года добровольца-волонтера. И действительно этот год, можно сказать, дал какой-то большой толчок именно в развитии добровольчества и в понимании самого слова, да, и смысла слова доброволец. Что у нас вообще в прошлом году принято одним из больших таких шагов, да, сделаны в России? Это же, конечно, у нас принят федеральный закон. Федеральный закон о благотворительной деятельности и добровольческой волонтерской деятельности. Это, конечно же, большое достижение о том, что на уровне на федеральном уровне приняли такой закон. И у нас в законе четко прописано, да, доброволец, в кавычках, слово волонтер, потому что многие путают, да, о том, что слово волонтер, доброволец — это одно и то же. Кто-то говорит, что доброволец — это человек, действительно, вот, который бесплатно работает, а волонтер, который, соответственно, работает за деньги. Это совершенно не так. Ну, возможно, какие-то мысли есть, наверное, да, но в России, если так посмотреть со стороны законодательности, да, это у нас одно и то же слово. Доброволец, в скобках, волонтер. Это у нас физическое лицо, которое осуществляет добровольческую волонтерскую деятельность в общественно полезных целях. Вот, соответственно, которое это делается бесплатно. Вообще надо разделить в добровольстве, есть два типа. Это у нас получается организованное и неорганизованное. К организованной мы относим наше добровольство, которое, соответственно, есть где какие-то волонтерские организации, группы, объединения людей, да, которые собрались между собой и делают какие-то добрые дела. То есть не важно, в каком направлении это, да, пусть это будет событийное, пусть это будет социальное, пусть это будут какие-то другие направления нашей волонтерской деятельности, да. Это где есть, соответственно, где есть руководитель группы, где ребятами руководят, там им показывают, что делать и так далее. Есть неорганизованная. Как раз таки вот часть неорганизованной волонтерской деятельности относятся те люди, которые не кричат об этом, да, не кричат, нигде там не пишут о том, что он волонтер, он там кому-то помог, он что-то сделал или еще что-то, да. И, соответственно, как раз таки насчет изучения, вот в последнее время добровольчества очень многие люди начинают изучать, из-за каких побуждений люди туда вступают, что их подталкивает, да, чтобы они стали волонтерами, что они вообще, чего они хотят добиться именно становясь волонтерами или еще что-то. Да. Как раз таки вот в части нашего типа, где наша организованная волонтерская деятельность, ее можно изучить. Ее можно там провести, ну, на ней можно провести какие-то там исследования, социологические опросы или еще что-то, да, и можно получить какие-то данные от организованной волонтерской деятельности, да, начиная там, какие направления есть, сколько там количество волонтеров, какой возраст там занимается, и так далее, так далее, так далее, да. А вот как раз таки часть неорганизованной, ее изучить невозможно.
просто невозможно, потому что об этом никто не говорит. То есть это когда вот Иванов Иван, обычный человек, да, работающий человек, каждый день там у него помогает своей соседке, которой 80 лет, и она одна проживающая в этой квартире, и он там в неделю 2 раза ходит к ней, помогает там по дому убираться, сходить с ней там в магазин или еще что-то. И он об этом не говорит, да, хотя он тоже является волонтером, который относится к типу неорганизованной волонтерской деятельности. Его там никто не говорит ему, да, давай пошли там делать какие-то мероприятия, какие-то акции будем делать, там сажать будем деревья, ну его не призывают, так сказать, да. Он сам выходит и это все добровольно делает. Никто же его не принуждает и так далее. И вот Лена говорила вначале, да, о том, что каждый из нас является каким-то волонтером. По сути, если так посмотреть по-простому, просто по-простому понять, да, это так и есть. Каждый из вас, сидящих в своей жизни, наверное, делал то, что какое-то дело обычное, да, простое, доброе дело, можно сказать, это то, что вот помог бабушке, что-то сделал и так далее. Как раз-то и по теме я говорю. У нас же добровольчество. Вот. Какую тему вы хотели услышать? Почему? Я вам про тему говорю. Вы 5 минут говорите о том, что такое волонтерство. Мы этого не знаем. Это то, что вы хотите сказать. Хорошо. Да, это то, что я хочу сказать, да. У нас вообще понятие добровольчества у нас в России круто поменялось вот как раз таки с 2018 года. У нас в республике очень многие, это не секрет, да, и сейчас многие понимают о том, что волонтер это тот человек, который за деньги убирает мусор. Было такое понятие у нас? Было, да, когда у нас органы власти делали государственную программу, назвали ее волонтер, выделялись деньги и занимали летнюю занятость детей, где платили деньги, и ребята пошли убирать мусор по улицам. Вот, и этот осадок у нас до сих пор остался, и у меня вот телефон всегда, особенно вот весной, разрывается от звонков родителей, которые звонят, говорят, возьмите моего ребенка волонтером. И я сразу первый мой ответ. А знаете, что волонтер работает бесплатно? Как бесплатно? Я хочу, чтобы он деньги заработал, там, убрал мусор. И тут начинается, да, соответственно, вот это понимание самого добровольчества. И действительно, вот по 2018 году у нас в республике прошли довольно-таки большие мероприятия, тоже был принят свой план и так далее. И одним из основных таких планов, который был разработан в 2018 году, да, чтобы у нас добровольчество развивалось уже как управляемый тип добровольчества в республике, и в том числе наших муниципальных образованиях, это у нас вот стандарт поддержки добровольчества и волонтерства в муниципальных образованиях Республики Саха-Якутия. Что вообще, откуда пришла эта идея и так далее? Стандарт добровольчества у нас был принят еще в 2017 году по всей России. Ее разработал агентство стратегических инициатив АСИДа, и она ее внедряла в регионы России. И, соответственно, Якутия вошла в первые, так сказать, пилотные регионы, которые приняла этот стандарт и начинает внедрять себе в регионе. Да? И, соответственно, где у нас в республике, она состоит из 9 шагов, и в республике у нас на данный момент уже на официальном, на таком уровне приняты только 4 шага. И основываясь на эти шаги, мы подумали, почему бы нам, используя вот этот готовый инструмент, стандарт, да, внедрять ее в наше муниципальное образование и развивать добровольчество там. И сейчас я расскажу вот про эти шаги. Первый шаг это у нас, конечно же, принятие регламента взаимодействия органов власти с добровольческими организациями. То есть должен быть принят какой-то нормативно-правовой акт, который бы действительно регламентировал, бы регулировал действия органов власти, там, государственного учреждения или еще что-то, вместе с добровольческими организациями и добровольцами. То есть такой стандарт у нас в республике сейчас разрабатывается, по всей России у нас тоже принят. И ее, основываясь на российской, сейчас разрабатывают уже с учетом особенностей региона, и регионы принимают свое. И такой же вот регламент мы предлагаем на уровне муниципальных образований. Второе, это же, конечно, должен быть ответственный человек. Ответственный человек, соответственно, имеющий какую-то должность, который должен отвечать за развитие этого добровольчества. Потому что, действительно, если не будет ответственного человека, соответственно, оно не может развиваться. И это у нас в республике, например, у нас ответственный человек, это на уровне зампредов, это Ольга Валерьевна Палаткина, да, соответственно, курирующая молодежную политику. И на уровне министерств ведомств, это Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям. Вот. А в муниципальном образовании мы предлагаем, чтобы это был заместитель главы района, не ниже уровня заместителя главы района, чтобы возглавил этот совет,
который бы решал вопросы развития добровольчества на муниципальном уровне, какие-то проблемные вопросы, связанные с добровольчеством и вообще в будущем. Да? В республике у нас этот совет называется Координационный совет по развитию добровольчества. Вот. Третий шаг — это у нас формирование, вот как раз таки третий шаг, уже перепрыгнул, да, совет по вопросам добровольчества. И вот в республике у нас Координационный совет. Четвертый шаг — это у нас, конечно же, открытие добровольческого центра, который бы курировал все добровольческие организации и так далее. Сейчас очень много говорят о том, что про некоммерческий сектор, про некоммерческие организации и так далее. Как раз таки добровольчество именно является одним из, так сказать, основных видов некоммерческого сектора, да, где больше всего открываются там некоммерческие организации, реализовываются какие-то социальные проекты и так далее. И, конечно же, открытие центра, который бы курировал добровольческие организации, движения вот, в районе. В республике это, соответственно, мы сейчас работаем по созданию ресурсного центра, который бы помогал как раз таки вот тем центрам, которые у нас созданы будут в муниципальных образованиях. Пятый шаг — это, конечно же, предоставление субсидий и грантов добровольческим организациям нашим. Да? В республике у нас по добровольческим организациям есть субсидия у Министерства молодежи ежегодная, да, на субсидии на реализацию добровольческой волонтерской деятельности в республике Саха-Якутия. Плюс есть грант главы республики Саха-Якутия на лучший волонтерский проект. То есть она ежегодная, тоже ее там надо податься и выигрывать какие-то гранты, и реализовывать свои проекты, социальные какие-то акции или проекты. И такое же мы предлагаем на уровне муниципала, потому что это тоже возможно. И на уровне муниципальных образований сейчас, на примере горного района, да, есть очень хороший пример, когда администрация района поддерживает некоммерческие организации, выделяя субсидии либо гранты вот, на уровне муниципалитета. Шестой шаг — это, конечно же, многие говорят тут, да, о том, что про добровольчество, про добрые дела там не надо говорить, доброе дело делается тихо и так далее. Но, конечно же, если мы хотим, чтобы добровольство развивалось, чтобы в ней включилось много людей, все равно об этом надо говорить. Об этом надо говорить, об этом надо рассказывать, да, чтобы люди подключались. И вообще у якутского народа такой, можно сказать, да, как говорят, сейчас скажу, сбился с мысли. Ну, у нас менталитет, вот, менталитет такой о том, что пока никто не скажет, там они будут сидеть, либо там никто не призывает, и так далее, да. Ну, на примере нашей молодежи было такое о том, что, а разве так можно было, да? Да, конечно, почему бы нет? Потому что ты можешь прийти к нам, сказать свой проект, мы его можем совместно реализовывать, там, найти там спонсоров и так далее, и так далее. Вот, и об этом то же самое, оказание информационной поддержки добровольческим организациям, добровольцев. Об этом надо говорить, о том, чтобы она должна быть систематизирована, то есть должен быть какой-то план. Да. Но сейчас, конечно, на данный момент этот план у нас есть, да, она более-менее реализовывается, то есть выходим там на телевидение, на радио, в республиканских СМИ, каких-то сайтах и так далее. Оно более-менее есть. Вот. Седьмой шаг — это у нас, конечно же, подготовка. Подготовка добровольцев, волонтеров и должностных лиц, ответственных за развитие добровольчества. Как уже ранее говорил, да, если нет ответственного человека на уровне там, правительства, либо власти, да, если он не понимает смысл добровольчества, то какой смысл вообще ее развивать? Если те люди, которые должны вас поддерживать, должны вас поддерживать наши проекты или еще что-то, они не знают смысл добровольчества, то и речи не может идти. Да? И, соответственно, у нас по всей России, у нас в республике разрабатываются различные программы образовательные, да, которые дают как раз таки вот основу, начиная от обычных курсов, заканчивая там, у нас в УФУ есть курс, где ты можешь получить уже диплом переподготовки по направлению организаторов добровольческой деятельности. Вот. И, соответственно, и как раз таки у нас вот в Червачинском институте есть, да, курсы повышения квалификации по добровольчеству, и вот в СУФУ. На уровне России, соответственно, у нас там онлайн-площадка есть, да, где каждый, любой из вас сидящих здесь может пройти этот курс абсолютно бесплатно. На сайте добровольцероссии.рф есть строка обучения, где вы проходите, регистрируетесь и получаете бесплатно, как сказать, образовательный курс про добровольство. Там несколько курсов, в которых вы можете, конечно, записаться.
8-й шаг — это у нас разработка мер поощрения добровольцев. Конечно, тут опять-таки очень многие спорят, да, говорят, это же доброволец, он бесплатно работает, и ему не надо ничего, да. Но, конечно, у нас времена меняются, у нас молодежь меняется, соответственно, да. У молодежи есть какие-то потребности, которые он должен закрывать или еще что-то, да. И как раз таки вот, чтобы волонтеры постоянно занимались вот этой добровольческой деятельностью, чтобы у них это все было заложено внутри, их надо поощрять. Поощрять в смысле не материально, а нематериально. То есть это в виде каких-то вот, ну, например, что мы сейчас используем, да, инструменты, которые у нас есть сейчас в республике. Это, конечно, в республике у нас первое, что есть у нас, это нагрудной знак, да. Ее выдают людям, которые внесли большой вклад в развитие добровольчества. Это у Минмолодежи есть за вклад в развитие волонтерства Республики Саха-Якутия. Это какие-то благодарственные письма, это какие-то экипировки, это какие-то сувенирные наборы, да, потому что это уже со временем изучено, так сказать, можно, да, именно в части событийного волонтерства, о том, что когда волонтеру предлагают принять участие в качестве организатора, волонтера при больших мероприятиях, первое то, что он чувствует, это, конечно же, личное участие в таком большом мероприятии. Берем же, например, игры «Дети Азии» наши, да? Сколько у нас желающих было стать волонтерами, да? Их было просто хоть отбавлять. Вот. Соответственно, волонтерам давали очень большие такие плюсы, да, о том, что экипировка полное питание и так далее. Если вот эти условия есть, соответственно, волонтер может бесплатно работать. Ну тут, конечно, опять-таки, это вообще в части добровольчества, те темы, которые я вот затронул, рассказываю, они имеют все, так сказать, тему для дискуссий. Здесь можно обсуждать, здесь можно спорить, и так далее, и так далее. Оно всегда было, мне кажется, оно будет есть, да, о том, что, потому что у каждого человека, конечно, свое мнение, верно, о том, что как он на это смотрит и так далее. В республике сейчас мы хотим, чтобы как раз таки вот разработать это меры поощрения в части у каждого волонтера, да, сейчас мы как раз таки вот буквально с этого месяца каждому человеку, который зарегистрирован на сайте добровольцы.россии.рф и считает себя добровольцем, мы даем волонтерскую книжку, которая, соответственно, дает ему, ну, это, конечно, сейчас оно дает большие плюсы для поступающих ребят, да, то есть оно дает поступающим ребятам, школьникам дополнительные баллы в ЕГЭ, результатам ЕГЭ. Ну, в нашем примере, это в мединституте здесь в УФУ, как раз таки при поступлении за волонтерство дают дополнительные баллы. От 1 до 5, по-моему, если не ошибаюсь. Вот, поэтому хотим разработать, чтобы, показывая эту волонтерскую книжку, этот человек имел, конечно, какой-то приоритет. Ну, не то, что приоритет, а просто-напросто там получал скидку в спортивный зал 50%, да, получал там какую-то скидку в учреждениях культуры, в музеи и так далее, и так далее. Вот, опять-таки, это тема для дискуссии. Все, я вот заканчиваю, 9-й шаг. Ага. 9-й шаг — это у нас оценка внедрения всего этого стандарта. Оно у нас вот как раз таки всем итогам должна быть какая-то обратная связь, которая бы нам показывала действительно, этот стандарт у нас внедрен или, соответственно, от нее нет никакой пользы. Вот, всем большое спасибо. В принципе, у меня все. Скажу, что в России официально установлено, что у нас есть 15 направлений добровольства. Быстренько расскажу. У нас есть событийные волонтерства, у нас есть социальные, у нас корпоративные, волонтеры-экологи, волонтеры культуры, медики, волонтеры победы, серебряные волонтеры, корпоративные волонтеры. Сейчас вот развивается международное волонтерство, да, программа обмена. И, соответственно, у нас направление это у нас семейные волонтеры и так далее. Вот, спасибо. Большое спасибо, очень интересное выступление. Тут действительно много еще спорных вопросов. Работать за деньги, за поощрение или просто так, чтобы тебя никто не знал. Но сегодня у нас есть прекрасный докладчик, наверное, которого знаете все вы. Это Мария Егоровна Емельянова. Она представляет как раз то самое движение, которое мы сейчас услышали, это серебряные волонтеры. Здравствуйте. Остались самые выносливые,
самые преданные люди. Половина зала ушли. Так, меня зовут Мария Егоровна. Я работаю председателем комитета солдатской матерей Республики Саха-Якутия более 20 лет. Оказывается, я волонтер. Работаю бесплатно за эти более 20 лет. Работаю с молодежью. Каждый год призывает более, вот в последний год 3000, а раньше было 4000, 5000 ребят наших на службу. И еще есть такой контингент ветераны боевых действий. Их более 3000 человек. Они все, как и один человек, обращаются почему-то ко мне, вот ветеран боевых действий, которые воевали на Кавказе, в Сирии, в Украине. Не знаю, почему. Но мы работаем. Со мной работает Зинаида Михайловна в комитете солдатской матерей. Мы приходим в 9 часов и домой уходим где-то в 8 часов вечера. А это называется общественная работа. Так, почему я это рассказала? Я серебряный волонтер. Серебряное волонтерство начало свою работу с 2015 года. В 2016 году прошли Дети Азии, в 2018 году прошли интеллектуальные игры международные, а в этом году, в 2019 году, прошли первые игры Дети Азии зимние на Сахалине. Из республики меня туда никто не отправил, я сама поехала. И я приняла участие, единственный серебряный волонтер из Якутии. Я специально поехала из-за принципа. Почему? Вот Дети Азии организовала наша республика, и почему не должны мы принимать там участие? И за свой счет я полетела туда. И была атташе Уральского федерального округа. Работала вместе с детьми. Были серебряные волонтеры со всей России, с Сахалина многие были. У нас в планах стоит в 2020 году игры летние игры Дети Азии в Монголии. Я собираюсь туда, наверное, тоже меня республика не выберет, но я поеду. Почему это я рассказываю? Волонтер – это работник, который не получает ни зарплату, ни поддержки, ничего. Но я работаю с волонтером более 20 лет. Я готова дать советы, помощь всем, кто хочет стать серебряным волонтером с районов. Обращайтесь. Я помогу. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста. Мария Егоровна, знаете, вот миллионный человек, вот она сейчас говорит, что в 2020 году поет обязательно в Монголии, да? Ну, совершенно человек не сидит дома. Вот она в мае месяце, по июнь месяц выезжает в воинские части. У меня микрофон работает или нет, да? Она там проводит СС, вы понимаете? Ее ждут наши мальчики, которые проходят службу, да? Не только наши мальчики, весь военный состав ее ждет там. И вот она выезжает, значит, добровольно за свой счет. А я тоже пенсионер, я прабабушка. Вот мне 75 лет, но я все равно общественница, тоже доброволец, который бесплатно работаю вместе с Марией Егоровной уже с 2004 года. Посчитайте, кто сколько уже лет, да? И все удивляются, как это так, вы без зарплаты работаете, да? И вот, знаете, сегодня было мне так интересно, я 40 лет проработала учителем, завучем школы. Поэтому для меня вот эта тема такая родная, близкая, это животрепещущая тема, которую вы сегодня подняли, да? Вот поэтому я так рада,
Я, знаете, сегодня чувствую себя в своей тарелке, потому что все вопросы, что вот алкоголизм, что-то вот экология, да, что-то вот волонтерство и так далее, все эти темы, это животрепещущие темы. Потому что, как говорится, лучше поздно, чем никогда, но затронули очень важную жизненную тему. Вот. Поэтому будущее наших детей, конечно, это в наших руках, да. Вот все прекрасно на земле от солнца, а все прекрасно, все хорошее человека, как говорит. Это великий русский писатель, певец русской природы Михаил Михайлович Пришвин, так говорил. Это не мои слова, так? Но вот поэтому я сегодня так рада, что вот эти вот вопросы, и при том, по первому вопросу я бы хотела сказать, что вот все, и вот это ЗОЖ, и патриотизм, все начинается с семьи. Вот это наша малая родина, это семья. Вот потому что мы являемся примером для своих детей, да? Вот мои внучки сейчас вот смотрят на меня и тоже вот хотят быть как бабушка, как прабабушка. Вот это меня радует, понимаете? Вот. Все мои школьники, которых я обучала, да, они все уже бабушки, дедушки. И вот, Карл Георгиевич, ваши студенты, это мои дочери, это мои зятья, это мои племянницы, они все учились у вас. Поэтому мне сегодня тоже предупреждали, если будет Карл Георгиевич, начнется с гимна. Мама, слова знаешь? Я тоже знаю, потому что вы как-то нам, помните, давали тоже этот текст. Вот. Поэтому этот текст у меня с собой всегда дома, правда, сегодня лежит. Вот. Поэтому, знаете, вот мне так обидно, да, наше Министерство молодежи, городской округ нынче нас не поддержали. Во-первых, мы выпускаем эту книгу 80-летию Птицыной Саргланы Григорьевны, Гаврилевны, которая жила в Осетии, помогала от Марии Егоровне, когда наши мальчики воевали в Чечне. Да? Вот. Это, знаете, ангел-хранитель наших мальчиков, но, к великому сожалению, нам деньги нынче совершенно не выделили. И вот мы по крупице собираем, своей пенсии там, кто-то еще какие-то пенсионеры, и это очень обидно. Поэтому большое вам спасибо всем, кто вот выступил, да. Я очень рада, что вот поднимаете такие животрепещущие вопросы. Спасибо за внимание. Вы знаете, вот я низко кланяюсь серебряным волонтерством, да. Ну вот приведу вам один пример, вот, который я сам оценить не могу, у меня голова начинает кипеть. Марха, да. Вот там есть старинный погост, и рядом огромная свалка, среди нее стоят дома. Я там часто бываю и заметил парня, который выходит из дома, и он мусорное ведро, вот прямо через забор, раз, и у него свалка достигла практически вот уровня забора. А потом через какое-то время проходит волонтерский какой-то рейд. И я вижу, он идет в этой фуфайчике какой-то своей волонтерской, довольно скучный вид у него, еще 5 человек. И вот они бумажки собирают вдоль дороги. И я задаю себе вопрос. Если у него за забором, за родным огромная свалка, за каким дьяволом ему ходить и собирать бумажки вокруг дороги, а? И мне кажется, не надо здесь все в одну кучу. Есть нормальные люди, которые не допускают свалки в своем доме. А есть волонтеры, да? Волонтерство, я считаю, это абсолютно вредное движение. Почему? Потому что мы плодим из своих детей, я имею в виду детей, да, потребителей. Вот у нас приняли закон о повышении пенсионного возраста. Я выстраиваю цепочку. Вот мы их приучаем работать бесплатно. Это значит, они вырастут, им потом скажут, а вы знаете, а нас вообще зарплаты отменили. Вы вообще работаете бесплатно. Вы же всю жизнь волонтеры, там с 5 лет. Поэтому вот вы мне объясните, почему у нас нужны эти волонтеры? Мусорная машина выехала в лес, выбросила, организовала там свалку. Волонтеры должны ее подбирать. При чем здесь волонтеры? Почему у нас деньги не выделяются на очевидно необходимые вещи, а потом дети должны бесплатно выполнять работы, которые должны оплачиваться? Вот это для меня загадка. Ну, что я скажу, да? Во-первых, то, что вы сказали, волонтерское движение, но бесполезное, да? Это, покажите конкретный пример того, что оно бесполезно. Что оно вредное. Почему? Вот как раз таки оно вредное тогда, да?
Смотрите, волонтерство у нас, добровольское движение, является, конечно же, оно добровольным. И то, что вот случай, который вот с мусором, как раз таки я вот и объясняю уже, как раз таки те ребята, которые вот ходили по дороге и убирали мусор, ее, и, соответственно, мы сейчас хотим, чтобы его и не было. Сейчас практически этих людей-то и нет. Вы видели последний раз, когда вы видели, что ребенок ходит и убирает мусор? Сейчас у нас такое время пришло о том, что когда каждый родитель, когда ее ребенок там что-то с ней случится или что-то, сразу начинает поднимать тревогу. И, соответственно, вы увидели, где, соответственно, ребенок сейчас убирает мусор. Но добровольское движение, оно, еще раз говорю, имеет очень много направлений как раз таки. То, что вот вы говорите про мусор, конечно, с ним борются там волонтеры-экологи, там у них свои какие-то поднаправления есть большие. И, соответственно, нет, да, это понятно. Но то, что оно бесполезно, точнее вредно, это, мне кажется, неправильно. Как раз таки, нет, подождите, я скажу свое, да? Добровольское движение как раз является одним из инструментов воспитания, гражданского патриотического воспитания для детей. Это один из инструментов, который как раз таки воспитывает в ребенке патриотизм и любовь к своей родине. Да, мы все это прекрасно понимаем, но действительно, тогда вообще ставится под сомнение вообще наша вся гражданская инициатива. Получается, что те, кто добывают богатство из наших недр, скажут: противно эти экологи, эти общественники, ведь они мешают нам правильно добывать, быстро добывать и без всяких проблем. Мы бы очень много добыли алмазов и золота, и мы бы жили бы потом когда-нибудь богато. И надо заниматься вопросами Арктики, ну и пусть там все дорого, и пусть там все вот идет как идет, потому что там тоже есть определенные интересы. Конечно, да, наша гражданская инициатива, она идет снизу, от нас. Многодетные матери объединяются, потому что у них есть общие проблемы. Вот есть волонтеры, которые хотят работать и которые думают, что их труд будет полезен, и, возможно, находят тех бабушек и дедушек, которые им сегодня благодарны. Вот тот мусор, который сегодня лежит на дороге, но лучше, если его нет, или лучше, если он лежит. И если, допустим, мои 3 детей прошли через эту волонтерскую программу в свое время, и я сама была основным организатором, что мои дети научились беречь природу, но они тогда вот шли по такой программе, как вы сказали, они еще и получали зарплату. Теперь они взрослые. Теперь не одна бумажка, и мало того, что сами они очень тщательно относятся к этому вопросу, я согласна, я поддерживаю, что это воспитывает. И воспитывая своих детей, они это объясняют. Плохо это или хорошо, но каждый здесь решает сам. Каждый из нас волонтер. Иногда и вы подаете руку пожилому человеку. Иногда кто-то из вас переводит через дорогу малыша. Не только в надежде на то, что когда-нибудь и твоего внука или сына кто-то тоже переведет. И кто-то из нас едет в армию, ведь немногие заботятся о наших мальчиках, когда они там на службе. А вот есть такая замечательная Мария Егоровна, которая мама для всех наших призывников. Представляете, мама для всех, которые пойдут еще служить, и которые уже отслужили, и которые были в тех горячих точках. И многие забыли о том, что они проливали там свою кровь, потратили свои нервы и часть своей жизни. Кто-то, возможно, пришел с ранением. Вот она принимает всех. 20 лет. Волонтер. Без оплаты, без зарплаты. И здесь у нас было очень горячо, не знаю, как на других площадках, мы тут горячо так поговорили. Действительно, была настоящая дискуссионная площадка. Я очень благодарна, что вы... Благодаря Андрею. Андрей вообще молодец, ему сегодня зачет. Он сегодня так хорошо нас всех сбагал. Видно его энергия, его тело, которое здесь присутствовало. Вот, которое мне обозначало эфирное тело. Представьте, если еще настоящее это тело пришло, что как бы нас здесь всех очень хорошо, как бы так взбадривало, да? Действительно, я хочу поддержать и сделать, как бы, наверное, нашим выводом, главным выводом сегодняшней площадки, высказывание Нургуна Владимировича Данилова. Вот все наши инициативы должны быть не просто, что мы вот сказали, сотрясли воздух. Мы должны сделать так, чтобы они достигали нужного результата. Чтобы наш голос, когда животные не могут зайти в те леса, где они жили всегда, когда какие-то трубы с грязными водами спускаются в наши речки, и через них идет грязная какая-то вода, где носочки черные, которые должны быть белыми. Когда вот это все наступает, когда, да, действительно мы согласны, что прогресс отменить нельзя, что да, мы должны двигаться вперед. Но и это простое волонтерство, которое сегодня, значит, мы обсуждали, наверное, это очень важно. Поэтому
Для подведения значит, наших итогов мы должны сейчас познакомиться с нашей резолюцией и, может быть, какие-то предложения. Тут я скажу. Мы вам проект направляли, все предложения, которые высказаны, мы добавим в наш проект. Переработаем так. И два коротких объявления. Первое, завтра начало в 10 утра на 6-м этаже дома